А сейчас зарегистрируемся, заедем. Там регистрироваться надо. Едем с Анюткой смотреть технику, которую используют в газонефтяной отрасли. Ох, какая сегодня прекрасная погода. Прелесть! Сегодня 1 сентября. Как будто вообще не 1 сентября. Обычно 1 сентября у нас иногда мороз даже побьет. Минусовая температура, цветочки на 1 сентября пойдешь в огород срезать, они все померзли, упали. Завтра в школу. Готова? О, плакать хочется, ты сказала? Что, так не хочется? Обычно вы всегда бежите. Типа дома скучно, хочу в школу. Ого! Ну вот там техника уже стоит. Сейчас где-нибудь припаркуемся. Анют, можем тут где-то ну, давай, ищи где припарковаться. Ань, давай направо, с самого начала начнем. И сейчас тут налево будет выезд. Да, жарко очень. Во, тут съезд, видишь, какой ровненький. Опа. Лаборатория связи. Вон, если еще ехать, то вообще... Как в поезде, да? Один в один. Еще и покушать можно посередине. А здесь здесь спят? Да? Только за проводом. Ага. То есть, где у нас проложены линии связи, туда мы и путешествуем. Две, как бы, в зависимости от необходимости. Волокно. Многие слышали, но никогда не видели. Вот эта вот тоненькая волосинка, это и есть оптическое волокно. Внешний, это сварочный аппарат, который сваривает эти волокна. Вот здесь вот через видеокамеры и микроскоп мы видим вот это оптическое волокно. Толщина сердечника, вот эта белая полоска, 9 микрон. А она голубая же. Вы не про это? Нет, 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 вот. Это вид сбоку, это вид снизу. То есть в двух проекциях он его просматривает. Понятно. Здесь мы вот, пожалуйста, источник сигнала, визуализатор так называемый. Вот он. Мы подаем сигнал. Здесь километр волокна, здесь километр волокна, и вот он проходит этот сигнал. Вот мы его имеем на выходе. 2 километра он проходит. Это рефлектометр, который может измерять оптические линии. Он все видит неоднородности, механические соединения, сварные соединения. До 100 километров мы можем просмотреть линию. Ничего себе. Здесь представлена вот она рефлектограмма на 21 километр 470 метров. Вот эта неоднородность, это вот такое вот механическое соединение, он соединяет один кабель с другим кабелем. Шумы пошли, это вот как раз конец линии. Спасибо. Вот так вот выглядит сама оптическая муфта. Здесь представлено 24 волокна сварено. Они могут быть 96 волокон, это доставляется еще сюда сверху такие кассеты, она как матрешка собирается, здравствуй. И вот он сам кабель. Но вот этот кабель, это бронированный кабель, он бронирован круглопроволочной броней.
Внутри идет экран из фольги и непосредственно уже вот сами модуля. И в модулях уже находятся сами волокна. Есть у нас еще вот такие вот. Это маркер называется. Он закапывается с кабелем, который не имеет никаких металлических в себе вложений. То есть абсолютно только стекло, пластик и кевлар. Он усилен кевларом, вот этот кабель, который не имеет металлических. Никаким прибором его найти нельзя, поэтому вкладывается вот такой маркер. Внутри у него жидкость и плавает катушка, чтобы катушка всегда была параллельно земле для максимального сигнала. Вот этим прибором мы этот маркер можем найти под землей. Интересно. Сложно, все сложно, но интересно. Спасибо. Пожалуйста. А, это чисто просто посмотреть на машину. А, просто в машине посидеть, посмотреть. Давай сзади посмотрим. Все понятно. Все, закрой, пожалуйста, дверку. Там питьевая вода. Юра. А, тут следующее. Москвич. На природном топливе, ничего себе. С Татарии. Москвич 6. Ничего себе. Давай посмотрим. Ничего себе, тут планшетник, смотри. Ничего себе. Будут сиденья запинать. Да ты что? Ой, а тут эти игровые сиденья, смотри. Ну-ка. А, да, детки. Юр! Детки запинали. Юра! Ну ладно. Юр! А где-то еще написано «Москвич»? А, вот. «Москвич 6», да? А, и сбоку он. Так, это. Нет, это я и так назвала. Лонмади. Погрузчик телескопический, все понятно. Кататься прикольно. Некоторые моются, воду туда наливают. Ой, смотри, ничего себе, тут все в стекле. Штучки. Ручки. Это что у нас такое? Бочки. Бочки для воды, я вижу, емкости. 40 КПГ. Дальше что? Это чистить что-то. Ёршик чистить. Ну-ка. Сильно острые. А, да. Это что? А, ну тоже чистить. А, это мыть дорогу, я поняла. Для воды контейнера. Машина строительная Калинина. А, коммунальная машинка. Ничего себе. Ну, у нас таких нет уже. А, зелененькая одна ездит такая, да? А, точно, зимой я ее видела. Вот, зимой мы ее видели, как она чистит. Точно. А, и вот она единственная в республике Коми, да? Одна у нас она. Ничего себе. Сейчас мальчишки уйдут, тоже зайдем, так посмотрим.
Ну пойдем, не будем мальчишек. А, все, они уже уходят. Ну давай с той стороны. Этих мальчишек не дождешься. Давай. Во. Будущий директор коммунального хозяйства? Да. Да. Что тут стоять? А, вот сиденье. А, вот еще одна сиденье, да. Это что? Ого, вычернили. Что она делает? Как ты думаешь, что она делает? Бочки вижу. Природный газ, экономично, экологично, безопасно. Я не знаю. А сейчас прочитаем, что она делает. Для чего она у нас? Ой, Аня полезла. Короче, я не успела залезла, На что там? А бочки зачем в машине в этой? Это емкость. Пару чего-то нужно делать. Заливается вода, потом котел там есть. А для чего эта машина-то? Разогревать все. А что разогревать? Даже уже нефть густее. А это что у нас? Сейчас вначале прочитаем, что это. А, это Урал. Там КамАЗ, тут Урал. Аня, в Урал пойдем? Там заползают, давай. Да. Открывай двери. А, ну пошли туда. Давай. Давай. Залезешь? У меня пропущено тебя. Ну, давай. На, держи. Основатель. Что ты там поснимай, там идет связь. Ну, внутри там. А, ну что тут руль. Сейчас дайте машу. Какая маленькая по сравнению с тобой. Держи. Теперь слезть надо. Тихо, тихо. Задом, слезает. Ага. Они же... Так. Господи, это что за танк? Сейчас прочитаем. Да, так нельзя слезать. А, снегоболотоход. Петрович. Аня, Петрович. 354,60. А, вон даже так и написан. Петрович. Ну-ка. Только, наверное, с той стороны. Все, пошли в Петрович. Присаживайтесь. Удобно, да? Петрович. Какие корзинки современные. Ну, поехали. Туда можно, да? Опа. Море, река, озеро, Байкал. То есть какие, что можно пересечь? Понимание под этим нам нужна для преодолевания Заволжский завод гусеничных тягачей. Амфибия.
Сварочный трактор. Тут же по-русски ничего нету. Интересно? Там тоже? Ну, там, видимо, это сама сварочная вот эта аппаратура. Ну-ка. А, да, ну давай. Я вообще без понятия, что это, конечно. Ой, я к тебе. Ну как, Анютка? Мы тут с Анюткой ползаем, как мальчишки. Через всю технику, по всей технике. Почему именно как мальчишка? Ну, они обычно ползают, а мы тоже. Ну, это... Урал. С мульчерной установкой. Мульчерная установка это которая древесину измельчает. Мульчер. Оп, 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 оп. А что там на есть? экране, наверное. Да ты чё? Прикол. Ты такой... Наверное. А это чтоб тебе, видишь, древесиной везде. Видишь, какая решетка? Это чтоб древесина тебе не попала. Это же мульчер, это древесину измельчает. Вот я, как космическая ракета, да? Если тебе прям ударит, да? Да, она, видишь, полностью все закрыто. Да. Тут, наверное, кондиционер есть какой-то. Кнопочек-то, видишь, только И тут. вон этот... Вон там кнопочки. А, и вот еще экран, и вон экран. Кабину. Логично. О, видишь, какая защита? Мульчер. Знаешь, сколько они миллионов стоят? У-у-у. Без понятия. А это что такое? Где? Я не знаю. Да, дворники, да. О, ничего себе, внутри дворники, ага. Ну, потому что там, наверное, вот это все летит. А здесь древесина сюда попадет, все. Даже защита, видишь, сверху рама какая сварена. Вот. Чтоб Чтобы тебе- туда не упало. Да, сверху, чтобы тоже. А вон, смотри, эти зеркала сбоку. Кранекс, экскаватор. Сейчас мы на него посмотрим. Давай залезь, я тебя следующее поколение. Замена. Туда очередь. Ты посмотрела, да? Тоже защита, видишь, спереди стоит. А там что? А что, он там тоже сидит? А, ну заползай, бери за поручни, да. И что там? Ой. Что там, Ань? Как ничего? Ну ничего. А зачем он туда заползли? Ничего себе. Нет, он ходит, это все ноги, только непонятно для чего. Что-то ремонтировать, что ли? Там же сидеть нельзя. В земле копают, и вот бревна. И вот для этого мульчера, вот там вот эти установки, вот они, видишь, приставки, которые бревна перемалывают. Пойдем сразу подойдем к ним, а потом туда уже к дому. Потому что, видишь, все к мульчерам идет. Вот туда.
бревна, и он съедает их. Вот, видишь? Да. Мульчер Проф 300N. А в одной тонне 1000 килограмм. Да, конечно. Это мульчер 160N. Форест. Только не пойму, где у него зубья-то. А, вон они, снизу. А это что у нас? Гидравлический вибропогружатель. А, это эти гидравлические вращатели. Что теперь? Выкопать яму какую-то. Ой. Еду, пойдем прочитаем, что хоть как называется. Не стой под стрелой. Вольво. Корея. Трубоукладчик это. Что мы с тобой не узнали-то? Как не я. Вот они трубы укладывают, точно, их же много. Ага. Это у нас стреловой автомобильный повышенной проходимости грузоподъемностью 100 тонн. Кран. На самом деле. Какой он это интересный, да? Ой, а что это такое? Ветер показывает, направление ветра. А, чтобы стрела не перевернулась, что ли? А, тут две кабины. А, ну все правильно, этот передвигается, а потом уже экраном вот в том. Не может ветер показывать. Как не может-то? Видишь, у него только в одну сторону такая ямочка. А мы сейчас спросим. А можно вас спросить, вот это крутится, это для направления ветра показывает? Да. Ну, не направление, а как Силу ветра. А, ну чтобы поднимать в какую сторону, да, больше стрелой? И, ну да, чтобы вообще работать можно, нельзя, когда при большом ветре, как соответственно, нельзя работать. А, ну, Вот он силу ветра здесь показывает. все понятненько. Спасибо. Я не скажу, потому что не крановщик. Не, нам не надо, мы просто поспорили, значит, мы правы. Сила ветра. Тут инструменты лежат. Ой, я уже все знаю, я крановщик Там почти. все написано. Почти крановщик. Ой, а тут-то, видишь, стальные Сюда какие. наступать нельзя, я тоже знаю, представляешь? Да, точно. Туфля. О, а тут можно. А куда ты пойдешь? А, вот с тем. Никуда. Вот это техника, да? Классная. А вот тут бак жидкости гидравлической. Тоже Я наступать знаю. нельзя. Там Ага, да. Слушаем, что еще? Крановщикания. Ну-ка, тут можно открыть? Нет, только с той стороны. это чем? Пойдешь с той стороны? Там интересно, она такая узенькая, длинная. А, там очередь. Ого, сколько там? Мне просто... Сколько там сидений? 2. А, 2. Посередине что? Ничего? Для стаканчиков. Нет, а следующее-то вот это не третье, что ли, сиденье? Тут огнетушитель. А, ну, да нет. Сидений нету, только для двоих, это такая ширина. Лёха. Иди сюда, Лиза.
Ту-25 и НК-32 создаются изначально для боевых самолетов. То есть это стратегический бомбардировщик Ту-160 в количестве 4 двигателей там стоит, и Ту-22 М3 в количестве 2 двигателей. После того, как двигатель выполняет налет на крыле самолета, то есть этот двигатель был на крыле самолета боевого, да, он спускается на землю, где на заводе его ставят в рамы, в которые он продолжает жить, отстыковывают форсажную камеру и пристыковывают 2 ступени СТ, силовой турбины, для того, чтобы можно было передать вращающий момент на потребителя, то есть завязать к нему центробежный нагнетатель, чтобы выполнить работу по сжатию газа. Дорабатывается топливная аппаратура, то есть из авиационного керосина мы переходим на обычный газ из трубопровода, потому что так дешевле. После чего двигатель устанавливается в газоперекачивающий агрегат и 100 тысяч часов будет проводить работы по сжатию транспортировке природного газа На КС-ках это, да, все? на компрессных станциях. Ага. А вот вызов двигателя на откат работает сколько? Часов 3? 3,5 тысячи часов. Да, да. Это по нормативам документации. Возможно. То есть каждые 25 тысяч часов по договору с заводом-изготовителем мы отправляем данный двигатель на капитальный ремонт, где проводится его полная разборка, дефектация и обратная сборка. И после чего он уже возвращается опять к нам для дальнейших 25 тысяч часов. Потому что ресурс двигателя 100 тысяч уже для нас, для земли. Полностью российский, собирается на ПАО ДК Кузнецов, город Самара. А, смотри. То есть все комплектующие, все навесное, оно российского производства. Интересно. Спасибо. А, ну вот про него и написано. Ну, видишь, он на этих же, на самолетах устанавливается. И то же самое на КС-ках. Вот тут где-то. Что-то где-то тут. Где-то тут. Где советский ЛПУМГ, рядом с городом Волга, вот это 7-й цех. Вот здесь непосредственно вот такие двигатели установлены в таких ангарных укрытиях, непосредственно на 7-м цеху и в количестве 3 штук. Все понятненько. Такая здоровая. Так, двигатели здесь изначально они ставятся на военную авиацию, на самолеты 160 по 22 М3. Представляешь, такая махина еще поднимается в небо. Ну, благодаря ему. Так, это что? Это промывочная установка для промывки осевых компрессоров газотурбинных двигателей. Вот двигатель, то есть, который вы смотрели, он во время эксплуатации засоряется маслом, грязью, пылью и снижаются его мощностные характеристики. Чтобы восстановить нормальные параметры работы данного агрегата, используют вот эту промывочную машинку. На всасывание осевого компрессора подключают нагнетательный шланг через специальный штуцер. Осевой компрессор принудительно раскручивается с помощью стартера электрического. Машинист включает насос и подается моющий раствор через бачок, который находится справа, через трубопроводы с помощью насоса с электропривода. Осевой компрессор в этот период крутится, и то есть весь моющий раствор по проточной части равномерно весь распределяется. Выжидается 15-20 минут, потом подается дистиллированная вода для промывки. Вот по такому принципу промывается осевой компрессор. Сравнение. Пожалуйста. Так, это что у нас? Маслозаправочная установка. Санкт-Петербург. Сколько кнопочек. Что тут хоть написано-то? Закрыть кран, отключить насос, открыть кран, открыть прием, закрыть кран приемно. Слушай, Ань, ну тут все подписано. Можно уже прямо с завтрашнего дня приступать к работе. Это для чего? А это давление смотреть? А зачем 4 давления? А вот эти электроники для чего? Ну, это туда подсоединять провода. Это же масло заправлять. А если на этот рычаг нужно что брать? Ну вот, видишь, они крутилки вот. Тут все подписано, тут вообще. Пришел, прочитал и уже работаешь. Только почему-то знаешь, что нету тут?
Никаких этих шкал нету. Тут только open и closed. Типа открыто-закрыто. Этих шкал-то нету. Вот. Видимо, совсем простая установки в действии. А, и нагреватель еще, чтобы теплое масло было. Да, и тут тоже все подписано. Устройство для сбора масла. Не поняла, там что? А, там заправлять, а тут собирать. Это откачивает отработанное масло, которое используется на газотурбинных установках. Ага. То есть у нас масло, когда свой ресурс выработало, подгоняется эта установка, подключается к маслосистеме, и мы масло откачиваем. У нее есть свои емкости, свои насосы, она сама все откачивает, всю емкость, и увозится потом на маслосклад. Там уже принимается наше решение, либо масло на регенерацию, на очистку, либо на утилизацию, на завод. Все понятненько, тоже все подписано. Красиво. Оборудование компрессорных станций, это КСок. Автоматическое набивочное устройство. Мехмаш. А что набивать-то? Для восстановления герметичности затворов, кранов, шаровых путей, набивки герметизирующих высоковязких материалов через фитинги. Если надо сюда рассказать, А что это? Сейчас мы прочитаем, что это. А, кран шаровый. Шаровый. кран шаровый, соответственно, диаметр 600 сантиметров, необходим для перекрытия потока природного газа, соответственно, у него два положения, открыто и закрыто. Там внутри есть шарик, соответственно, с одной стороны он полый. А, как интересно. Так как кран это с ручным приводом, соответственно, вращением штурвала шарик так поворачивается, в зависимости от того, что нам нужно. Как бы можно покрутить и сходить. Это на нефтянке? Это, нет, это все на газопровод. А, это все газ, да? А, все понятно. В нефтянке, как правило, используются У них не задвижки. А, у них не шаровые, да? У них задвижки, как правило, клиновые задвижки у них, да. А у нас самое распространенное это кран шаровый. Вот. А вот это набивочное устройство необходимо для того, чтобы кран в закрытом положении сохранял свою герметичность. Соответственно, вот здесь в ведре находится специальная набивочная паста, по консистенции похожая на герметик обычный. Соответственно, подключаем сюда природный газ давлением 7-8 кг. И, соответственно, через специальный редуктор регулируем подачу набивочной пасты через рукав высокого давления, который подсоединяется сюда к одному из 8 набивочных фитингов. То есть 2 сверху, 2 снизу, с этой стороны, с той стороны то же самое. И, соответственно, вот эта паста, которая здесь находится, она подается внутрь крана. И, соответственно, там все герметизируется. А, все поняла. Угу. Да, она на соединении там. Да, если даже вот посмотрите, вот такая вот смазка есть тут. Да-да-да. Следы, вот это как раз она есть. Угу. Все понятно. Какой диаметр вы сказали? 700 миллиметров. А, это 700 миллиметров. Все понятненько. Спасибо. Спасибо. Пенспром арматура. Так, а это что у нас? Ой, это что у нас? Люк, лаз. Это люкас, да. Соответственно, необходим для того, чтобы попасть в внутреннюю полость газопровода. Соответственно, вот у нас труба идет. Да. Соответственно, чтобы нам попасть туда, чтобы посмотреть защитную сетку, которая вот здесь у нас смонтирована. Можно посмотреть. То есть защищает центробежный нагнетатель от посторонних предметов каких-либо. То есть сюда можно прилететь там болты, гайки, вся вот фуфайка. А, чтобы человека не убило, что ли? Чтобы нет, он ставится перед центробежным нагнетателем, который сам газ сжимает. А, он всегда тут стоит? Да. А, я думала, это временно вырезают, чтобы что-то почистить. Не, это постоянно. А, это постоянно? Да, постоянно. Ой, я не знала, что такие защиты есть. Ну, как правило, на газоприкачивающем агрегате 2 люкваза. Один вот этот, который здесь на входе, второй без защитной решетки на выходе. Ага. Соответственно, люкваз байонетного типа, соответственно, можем даже открыть его. Это чтобы туда залезть? Да. То есть, ну, понимаем, да, что здесь Да. труба, да, мы никак не можем попасть только через люкваз. Соответственно, мы снимаем стопор. Соответственно, берем специальный ключ.
и прокручиваем. Потом открываем за ручку, там люк. Ну, я так понимаю, мастер должен быть определенного объема. Не толстый. Ну, я залазил туда. Ну, я и говорю, ты, наверное, таких мастеров потолще не берут. Не больше, чем это диаметр, да? Как правило, да, там самые юркие, самые способные, обязательно с противогазом. А, да, Изолирующим, да, потому что там газ, соответственно, газ удушающий действует на организм человека. Все понятно. Ну да, попробуй туда залезть. Спасибо. Нет, я ж тебе не говорю залезть, я говорю попробуй. Аварийный комплект для перестановки кранов шаровых пневмогенных. Но для меня это ничего, коробочка и два шланга. Аварийный комплект. Наверное, если рассказать, так, наверное, можно много что о нем рассказать. Еще аварийный для перестановки кранов шаровых. Тут колесики добавились. Тут колесики добавили. Даже что-то более такое тяжелое туда можно перевозить, довозить. Да. О, а тут что? Шапка Мономаха напоминает. Или подарочный мешок. Что-то листья сухие. Осветительная установка. А, осветительная. А где у нее прожектор? А, ее надо разбирать, Ань. Там такая палка, и на палке уже свет будет. Все понятно. Короче, так. Уч! Кверху. Так, а тут что? Манжетный поршень для чистки полости поверхности газопровода. Что-то тоже очень интересно. А тут что? Ну, она пролежит долго, да. Я понимаю, что мне надо, чтобы она 20 лет пролежала. 20 лет. Я буду ложить вот такую на 20 лет. На вопрос. 20 точно. А, это все повреждения какие бывают. Она пролежала 20 лет. И они мне еще потребитель говорит, а я бы еще 20 лет пролежал. Пойдем-ка туда еще внутрь зайдем. Да, что через 20 лет ее просто надо делать. Коррозия. Это вот как баллон на автомобиле. Вот у него есть, короче, ресурс, Ну, можно же 15 лет. Через Сквозная 15 коррозия, лет ты видишь, удобно, сквозную? короче, снимешь Можно баллон же Вот и там замени, дырка. даже если он хороший. Можно же изначально вот не 20-летнего, 40-летнего. А, ничего себе, а тут вообще не видно, да? Ну, а у него хорошая сталь. Ну, какой он подсвечивает, что ли? Вот это. Срок службы написан 22 года. Через 22 года все. В каком вам состоянии не было? Местная коррозия. Через 22 года, пожалуйста, вы перейдите. Это разные Ну, напряжения коррозия. испытывают, ну, разные толщины стенки. Там Тут даже я угадать, что вот это вот 40 лет, Да, 45 металл. километров. Это что у нас? Измеритель диагностический универсальный диапазон. 22 года, вот написано 22 года. Через 22 года вы не пришли, 22 года пролежал. Набор, катодная поляризация, квазар. Для нас это просто какие-то пульты управления. Ну да, в принципе. Да? Ну это мультиметры, которые там, в общем-то, в данном случае мы меряем потенциал защиты. Вот, для проведения катодной поляризации, это когда новый участок ну, или отремонтированный сдается в эксплуатацию, проводится катодная поляризация. Ну и при обследовании подключаем источник постоянного тока с одной стороны обследуемого участка и меряем потенциал в конце участка. Если происходит должное смещение потенциала, ну там по таблицам можно смотреть. То есть, значит, вот такая из этих штук что-то произошло, да? Нет, там это вот новые, это уже, там смотрим состояние изоляционного покрытия, не трубы. А, Да. это И если нету никаких задиров, там изоляционного покрытия, там ну, дефектов, то тогда все нормально принимаем в эксплуатацию. все понятно для нового. А если вот такие штуки, да, там их вырезают просто
и врезают новую катушку с новой изоляцией, изолируют. Ну, такие короткие участки там это мы не используются для катодной повреждения. Там уже дефекты смотрят искателям повреждения изоляции. Там Здесь таких нету штучек, да, которые на выставке? Здесь нет, в принципе, можно вот этим прибором, к нему подключаются вот такие вот электроды стальные. И тогда проводится измерение, это называется метод Пирсона, меряется поперечный градиент, и где выскок сигнала, значит там дефект. То есть там идет утечка. Относительно фона, то есть нормально. Это ток по нему проходит, да? Ток? По нему ток проходит? Да, да. Поэтому. Здесь вот от того электрода здесь клеммочка и подключается к прибору. Я думала, это просто штатив какой-то. А это такая. Сульфатные электроды, там колбочка, ну вот здесь более его видно, прозрачный. Сюда наливается электролит, медно-сульфатный купорос, медный купорос. Вот и это он, ну как, чтобы он не поляризующийся был электрод, поэтому вот через электролит это измерение производится. Все понятно. Интересно у вас тут тоже. Ладно, спасибо. Это вот трассы-поисковый комплект. То есть это вот генератор, это если нету никакого сигнала на трубопроводе, подключаем генератор, подаем сигнал и с такой же частотой настраиваем приемник, и можно найти ось трубопровода, к примеру, и глубину заложения. Ну, здесь можно, себе. он так же, как кабелеискатель, ну, различных кабелей. Золото можно, да, найти? Нет, там нету электрического поля. Только кабель? Это то металлоискатели, а это нет. Это вот подводим, вот он учуял нужную частоту, он сразу начинает реагировать. Ага. То есть это... И показывает глубину заложения и ток, протекающий в сооружении. Ничего себе. И под потоком или нет, да, еще можно определить? Да, конечно, это без тока, ну там кабели сейчас лежат, это хотели посмотреть, а он без тока не ищет. Да? Да. Все понятно. Стемнеет, пойдем проверим. Менделеевец. Ничего себе название какое интересное. Хотя вроде это ж не химия. Ну, Химсервис, ну, они много чего делают, это для катодной защиты. Это вот и приборы для измерения поляризационного и защитного потенциала. Это самописец, используется для записи во времени, как потенциал себя ведет, например, на протяжении суток. То есть вся информация, записанная, потом перекидывается на персональный компьютер, и там уже строятся графики и анализируется, как происходит защита. Все понятно. Все, спасибо. Ультразвуковой дефектоскоп. Лен, ты сказала, что нет? Что можешь потрогать, это пока. Лен, ты сказала, что я ее не видел еще. А ты с ней разговаривал? Когда? Сегодня нет. Видишь, толщину можно проверить. Звуковую толщину. Что, пойдем, что ли? Господи, Что, вы тут магнитика не показываете? Показываем. А что, детям? Детям. Можем просто показать. Ну сколько вот это вот? Я что помню, что 22.
Сравнительно, то есть пальцем поводил по трубе там или еще по ходе объекта, и здесь поводил. Вот это шлифовывание, ну, для шлифования, для шлифования. Что-то с обратной стороны ее били уже за что-то. Вот это вот 80-й всего. Я просто говорю, он кто-то бил ее. Кто-то На плотность проверяли. твердомиров какой-то. Собачка потерялась? Вот это? А, хозяина ищет. Это что у нас такое? Радиографический снимок у нас. То есть это Без пленок вот это вот сейчас, то, что сразу выводится. Да, и там уже смотрим мы на дефекты. Но, понимаете, в эксплуатации это ведь хардвер для стройки на самом деле. В эксплуатации кожи очень неплохо. Пока толстые толщины и так далее, как бы, да. А если работать очень напряженно, да, то проблематично. Мы сегодня на 1200, завтра на 1000 рублей. Завтра на Греспер до 100 рублей на мелочь. Мы не можем применять его постоянно. Лучше всего подходит на линейный трубопровод. Да, вот когда стройка идет, либо капремонт, он хорошо применяется, причем обалденно. Да этим будущее на самом деле. Помимо этого есть еще цифроконы. А на технологических объектах уже не так удобно, да? А? На технологических объектах уже не так удобно, на толщинных объектах. Да, потому что разные диаметры. Разный диаметр, да, системные условия и так далее, конечно, да. Я ощущаю, цифрокон, очень интересная тема. Штучки. К сожалению, у нас их нет пока в магазинах. Ну, что это? Вот он, мужская физическая кофта, Мы еще не работали, но, говорят, которая неплохая тема. Цифрокон? Цифрокон, да. Как раз вот давал сцену расценки по цифрокону. Вот он, транскан, вот он, пожалуйста. Вот, там как раз в бассейне трансканы и цифрокон. Да, но пока не докупили, к сожалению. Неплохо было бы поработать. Да? Вот, привет. Ну что, Анютка? Аня больше всех переживает за собачку, чтобы нашлась. А вот наша техника. Ой, да. Что можно сказать о этой технике? Ряд уже выстроился. А, да. Это стелс, это форвард. Выставка прикольная, нам понравилась. Ой, сколько народу. О, там, слышишь, да, поздравления идут. На набережной поздравления идут. Сейчас же все набережная, там все участвуют, всякие дартсы, ролики. Короче, все по бентону и все, что можно. Мам, сейчас мы только зайдем. Да, это все реально как на работе. Папа так работает? Да, у папы все то же самое, он все это знает. Это для нас диковинку, на бег же нам нельзя заходить, мы вот так только можем посмотреть. Молодцы, Газпром поделились своей выставкой. Учился, и мы налево. А так нам тут красный ждать, там красный ждать. Видишь, у нас набережная начинается Транснефть, заканчивается Газпром.